Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что вам нужно знать здесь и сейчас. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, в каких энергиях вы находитесь, что вам, возможно, и нужно, да, может быть, даже услышать для себя. Если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, то вы можете посмотреть другие каналы, да, или видео на нашем канале. Итак, начнем. Кто вы, кто пришел на расклад? Видео актуально в любой момент, на момент просмотра. Сейчас никого не загадывайте, думайте о себе. Сосредоточьтесь на себе. Думайте сейчас о своей жизни, о себе. Кто вы? Вы уже решительно, да, наступаете. У вас уже, знаете, даже наступило уже, то есть вы переходите какой-то порог, у вас уже наступила какая-то новая статья в вашей жизни, да, как открывается, или же вы уже для себя сделали какие-то наметки, вы уже идете. Что-то вы делаете, предпринимаете. И причем у кого-то здесь возможно, да, здесь есть некое невидение будущего, но вы идете. Получится, не получится, на такой некий авось. Характеристика ваша. Вы очень веселый, жизнерадостный человек, возможно, да, оптимист. Также человек, который себя сам мотивирует, двигает, да, вы не хотите, чтобы каждый день прошел впустую. Для вас важно что-то в этот день сделать. Иначе, да, вечером появляется даже некая, может быть, обида на себя, что где я целый день провалялась и ничего не делала. Грустно становится. А жизнь-то идет. Вот, в то же время, да, говорят, вы, в принципе, не валяетесь, да, так, вы постоянно в движении. И сейчас вы принимаете какое-то решение, сделать какой-то шаг, но причем неизвестно, как оно будет. Будь оно как будет, да, главное, что я рискнула или рискнул и пошел, двинулся. Тут момент был застоя или же, да, такого, когда ничего, все было одно и то же, однообразно, да, и хотелось что-то поменять. И знаете, тут очень многое играет роль, вот банально, но все же солнце. Солнечная погода, вот это вот настроение, сразу что-то хочется делать, да, как-то двигаться, как просыпаешься, как подснежник из-под снега, да. Выглянуло солнышко, и вы уже просыпаетесь, пробуждаетесь. Далее тут личности, которые, возможно, да, или блогеры, даже и на начальном этапе это уже есть момент некого признания вам, да, публики, овации. Также не обязательно блогер, а звезда, человек, который популярен, да, или же вы популярны в обществе где-то. Также кто-то, возможно, любил в детстве одевать красивое платьишко или костюмчик и петь перед зеркалом, да, или, может быть, пародировать, да, модераторов в телевизоре, или же, может быть, играть какую-то роль, как в фильмах. Тут такая характеристика человека, что человек всегда хотел быть звездой или популярным. Вот, также может здесь проигрываться. Далее здесь у кого-то есть дети.
есть ответственность. Для вас дети – это радость, это продолжение жизни. Не подумайте ничего плохого, потому что есть люди, которые так не считают. Но вот вы именно рады тому, что у вас есть продолжение в жизни, что у вас есть дети. Но тут же сидят и те, у кого, возможно, нету детей. Кто думает, или же, да, взять из детского дома, с приюта, или же забеременеть. Об этом. И момент стоит или не стоит, подходящее ли сейчас время. Далее вопросы, получится, не получится. Но у кого-то уже есть дети, и дети есть момент продолжения вашей жизни, вашего рода. Но тут же, да, первая вот карта показывает на то, что кто-то как, да, и мучается, может, да, дети ведут себя как-то неудовлетворительно тоже. Далее я здесь вижу просторы, это интернет, телекоммуникации, возможно, сейчас какое-то или общение с кем-то идет. Причем, может быть, у кого-то и разногласия. Как будто бы на вас как бочку катят, врут или наговаривают. Да, а также может быть просто коммуникации, вот их много, да, или люди спрашивают вас о чем-то, вот, или вы с кем-то вплотную общаетесь. Человек, который стремится к цели, у вас есть какая-то цель, у вас уже поставлена, и вы к ней стремитесь очень сильно. Есть такое состояние даже безудержности. Когда же это случится, когда же это произойдет? Здесь даже кто-то думает о том, как бы что-то или завершить, но без потрясений. Тут еще может, знаете, проходить я пока, да, без потрясений что-то завершить. Вы знаете, вы говорите, вот я это завершу, и далее у вас уже планы у кого-то есть. Найду себе другого. Вот с ним завершу, а найду себе другого. Тут есть доля оптимизма, и есть момент, что ваша внешность, да, говорит о том, что вы очень красивый человек, вы яркий, вы заметный человек. Вы не просто, да, сливаетесь с толпой, вы очень ярко выражаетесь, да, вы видны. Как, не хочу никого обидеть, белая ворона. Может, ворона это для кого-то прозвучит, может быть, ну хорошо, давайте котенок. Да, белый пушистый котенок. Просто выделяйтесь. Все вот серое и вот белое, яркое. Ну, может, розовое, кто знает. Вы очень выделяетесь. И вы, возможно, сейчас на данный момент что-то завершаете однозначно. Уходите. Скорее могут быть тут и отношения тоже. Но есть дети у кого-то. Вот есть дети, и заканчиваете с кем-то какие-то отношения. Или вы боитесь, может быть, даже, да, в душе, на подсознании, что могут быть какие-то препятствия, могут быть какие-то разногласия, или будут потом палки в колеса вставлять. Страх, что могут отомстить за это, что вы ушли. Далее здесь идет информация, что у вас что-то, да, как вот вы идете к цели, да, но вот какие-то вот мысли, они вас, знаете, даже как вселяют страх и неуверенность. Это только мысли. Тучи, серые тучи вот нагоняете. Так хочется даже сказать. Успешен тот, кто рискует. Успешен тот, кто не боится. Да, здесь страхи вообще, страхи и неуверенность это самая ключевая гадость, которая только может, да, закрывать путь.
Есть такая карта у меня в колоде, называется «Сундук ведьмы» колода, и там есть самосглаз. Вот тут даже хочется сказать, как будто бы тут, ну, тут не самосглаз, тут мысли сами по себе. Ну, вот бывает и самосглаз. Вы думаете, кто-то вас там сгладил или гадости пожелал, да, а может быть и вот такая вот структура, самосглаз. Далее, смотрите. Знаете, вы так охотно решаете завершить что-то, причем есть момент на прошлое, некая озлобленность. Или кто-то встает утром, да, и понимает, что он этого человека ненавидит, почему-то человека, мужчину, возможно. Да, вспоминается все прошлое, все то, что вам делало больно. Как разрушало вас, возможно, здесь было отношение к вам, да, недостойное. Может быть, это манипуляции, провокации, постоянное какое-то давление, унижение, да, постоянно всему чему-то пытались учить вас, как давить, как учитель, да, с указкой. Вот. Или же, да, как сказать, вычитать вам. Но в большей степени, скорее, даже манипулировать. Вам это осточертело. Тут могли быть и измены тоже. Очень много такого красного. Да, и у вас тоже порывы такие уже злые, агрессивные даже есть на кого-то из прошлого. Вспоминайте человека просто с каким-то... Вы и не доверяете, это точно, и уже... У меня такое чувство даже складывается, что уже, возможно, и многим, да, не доверяете. И окружению, и будь то знакомые, подруги, какие-то есть, может быть, даже подозрения. Но вы знаете, я вам скажу так, судьба к вам все равно как-никак благосклонна, да, и, возможно, были ситуации, когда вы нуждались в чем-то, и откуда ни возьмись, у вас была помощь, вам помогали свыше, помогали двигаться, помогали вставать. Тут кто-то в койке даже проводил какое-то долгое время, болезнь какая-то была, но помогали, ну так, знаете, с таким неким, когда же ты уже встанешь, да, и будешь бегать. Вот какое-то тут некое, да, чувствовалось даже, как будто бы вы это все вспоминаете, и вам от этого неприятно. Да, и в целом о человеке, о прошлом складывается такой портрет, даже есть у вас, возможно, некая злость, агрессия вот это на человека. Вы как говорите, что он не заслуживает любви. Тут кто-то и правда уже разлюбил, взвесив все в прошлом, то, что было, то, что человек причинял, осточертело уже все к чертовой матери будет лететь. И неважно, да, как, уже просто на самом деле у кого-то здесь кастрюля выкипела. Также у кого-то было такое, что сидела, да, и все-таки надо уже вставать, подниматься и что-то делать. Так нельзя, да, менять свою жизнь. Возможно, даже я буду менять свою жизнь кардинально. Вот поставили вы эту цель. И вы идете, у вас получается уже шаги к этому есть. Причем такие порывы внутри сильные. И вы действуете. Причем, знаете, вы такой еще человек, который, если или мстит, или дает сдачу, то это будет очень жестко, да, печально, до пепла аж. Хорошо, если с вами резонирует. Кстати, кто-то на себе, возможно, носит какие-то яркие или украшения любит, красивые, и какие-то с каким-то смыслом. Не просто какие-то украшения, да, а именно с каким-то смыслом. Или одежда у вас такая яркая, или любите в одежде, да, яркие тона какие-то, какой-то акцент. Не просто черная сумочка, а на ней, наверное, ну, какой-то, может, даже, не знаю, брошь, значок или фирма. Хорошо. Если с вами резонирует, давайте посмотрим дальше, что вам нужно знать здесь и сейчас.
А, Вы уже на пике перемен. Вы уже в них купаетесь. Первое. Второе. Уходит мужчина из прошлого, уходит. А может быть и правда уходит из этой жизни, или же уходит, да, может быть тут и болезнь быть у мужчины. Мужчина хотел бы что-то вернуть, причем для себя, но он не может. Мужчина незрелый, глуп. Сколько бы ему не было лет, человек не зрел. Он глуп. И он жалеет в первую очередь себя сейчас. Вот. Также здесь возможен уход кого-то из близких у этого мужчины. Или да, здесь может быть так, что этот мужчина, кстати, ходок по головам, эгоист, нарцисс, человек, который любит себя, который любит деньги, который любит власть, но к этому, в принципе, ничего не делает. Незрелая личность. И на данный момент есть такое апатическое состояние у человека. Да? Человек, возможно, вспоминает, он внутри, он осознает, где-то глубоко осознает, где он был неправ, но и себе же он говорит, что нет, все же, да, и вот как-то себя одабривает, что он был прав. Если смотрят мужчины, да, информация скорее тут будет переводите, да, на девушку. Тут у человека есть сомнения даже в отношениях, что это был неправильный выбор, да, а с другой стороны и выбора нету и сейчас. То есть у человека некие даже ломки, но человек раскаивается и в то же время жалеет себя по голове. Хотя здесь столько именно вижу моментов грехов, да, именно не то, что грехов, а когда человек делал все только в корыстных целях для себя, для своего эгоизма, для утешения, когда ему скучно кого-то позвать, да, когда ему не хватает близости, да, встретиться и чтобы это случилось. Тут такое подлюка, в общем. Вот. А что вам нужно знать здесь и сейчас? Вообще, да, если вы вспоминаете, я вижу, есть момент воспоминаний, но не в хорошем ключе вы вспоминаете эти прошлые воспоминания, но вспоминаете, да, какая он падла или сволочь, не знаю, каждый по-своему, или все-таки, может быть, возобновить эти отношения. Кто знает, да, здесь по-разному. Об этом вообще не думать. Тут кто-то как если вы хотите поменять свою жизнь, вы должны расстаться с прошлым. Да, или же если вы от кого-то хотите уйти, скрыться, да, даже можно и поменять и имя свое. Имя, кстати, очень сильно играет роль, и оно очень сильно накладывает отпечаток на жизнь человека. Если вы прочитаете, да, энциклопедию по именам, то вы увидите, что, да, каждое имя, оно означает что-то. И вот тут момент идет, что у кого-то здесь имя накладывает то, что есть сейчас в реальности. И вообще, да, то, что было у вас в жизни, ту жизнь, которую вы прошли. Ваше имя, оно дает такой некий отпечаток. Вот, например, даже элементарно, да, что девочек нельзя называть мужскими именами, например, Александра, да, у кого-то здесь есть мужское имя, Михаэла,
да, Даниэла, Мартина, хотя он Мартин, она Мартина, да, то есть Александра тоже. У кого-то здесь есть имя Саша, Александра. И, возможно, здесь и присутствуют мужские тоже энергии. Но про энергии я не говорила в сегодняшнем раскладе мужские. Но здесь именно такой отпечаток, как будто имя дает, да, какой-то отпечаток на вашу жизнь. Ну вот это к слову пришло, что, да, имена, например, мужские на женщин, когда передают, то они дают такую мужской стержень. Далее, здесь люди проходят, возможно, которые и росли без отца, без участия отца, или отец был, но не был особо, да, близко, часто. Что вам нужно знать здесь и сейчас? Отпустить прошлое с прощением, простить. Все, что из прошлого делало гадости или кто. Простить и отпустить. И у вас начнется новый путь. Пока вы этого не сделаете, движения не будет вперед. Тем самым, сделав это, вы только встанете на уровень выше. Выше этого будете. Это и будет вашей огромной заслугой. Здесь стоит за плечами смерть. У кого-то, возможно, есть да, какое-то тяжелое заболевание, с которым человек борется. Также здесь может проходить, что за плечами, когда стоит смерть, тут какие-то страхи о будущем, такие причем в черных красках, да, потому что есть у кого-то или какие-то долги, что я не выплачу эти долги, суды, разводы, да, и кажется, что все в черном цвете, хотя на самом деле нет. Это не говорит о том, что, да, нужно простить, если вот сейчас у меня будет суд, да, там, с бывшим мужем, который оказался козел, да, что нужно это простить. Нет, да, вы, естественно, вы будете проходить этот процесс. То есть не будете проходить, как бы, да, опустите на это руки, то тогда, да. То есть вы не будете, когда за это бороться, да, тогда как бы вас можно наживо взять. Тут именно идет момент внутри себя отпустить этих людей. Борешься со мной? Борись. Да, я как бы, я не держу тебя, да, я не держу на тебя зла. Именно душевно постараться это отпустить. Даже такая картинка представилась, я не держу на тебя зла, но все же бумажки, да, я сдам на тебя в суд. И доказательства тоже. Вот. Некий черный юмор, но тут прям кто одинок, здесь момент встречи мужчины, богатого мужчины. Вы знаете, тут даже со стороны такое идет голос спонсор, да. То есть он ее спонсирует, он о ней заботится. Кто-то будет об этом говорить. Или знать, что он богат. Или, да, он что-то имеет. Вот. Кто не одинок в паре находится, но не собирается уходить, ждите подарка от мужчины. Причем или мужчина начнет как-то, да, свое развитие, свой подъем, что-то, да, у него в карьере, в работе начнет благие новости именно финансового характера быть. И даже что-то, какие-то начинания, если есть проекты, бизнесы, у него это будет успешно идти. Очень хорошо. Причем тем самым он будет на каких-то ошибках в этом бизнесе учиться.
Будут какие-то моменты, например, да, человек поставил цену, накинул там немножечко сверху, да, а оказалось, что он послал посылку там на целую тонну, да, много штук, там тысячами, да, и они, например, я не знаю, там лопнули или еще что-то, а он же всего чуть-чуть накинул, вот, плюс за логистику заплатил, за, да, и так далее, и то есть остался в минусе, и это его опять научит чему-то. Вот какие-то такие рабочие моменты, ну, вот такие проколы, да, они его будут учить. Там будет что-то, да, именно с проколами, но не такие уж. Тут не показано, что он будет что-то терять. Он, наоборот, возвысится. Но он на этом будет тоже учиться. И очень много переживаний есть по поводу него, что будут, что не получится, не нужно его на это настраивать. Настройте наоборот, что да, вы в него верите, да, у тебя все получится, и держись до конца, да, то есть вселяйте в него силу, вселяйте в него надежду, веру, тогда все получится. Далее смотрим. Переживания ваши, которые были здесь, будут решать какие-то люди. Причем они решат, помогут найти какой-то выход или то, о чем вы думали, да, или, может быть, даже о каком-то проекте своем, или о своем деле, о своей цели и так далее. Вам помогут какие-то люди. Причем они как будто вам короче дадут дорогу, путь, нежели вы продумывали этот путь. Вы продумывали, что да, вы откроете фирму, далее вы закупите товар, а вам подскажут более короче путь и яснее. То есть будет какая-то подсказка, не знаю, может это и не проект ваш, да, может какая-то цель, но вам подскажет путь короче. Или как долететь сегодня, например, да, из Лондона до Москвы. Нельзя же никак, но вам подскажут путь. Не только можно через Турцию, да, можно и другими путями. Обходными и короче, и может быть удобнее, и дешевле, или же быстрее, там, не знаю. Ну вот вам покажут какой-то короткий путь. Люди. Что вам нужно знать здесь и сейчас. Все стрелы, которые летели на вас, полетят туда, где они принадлежат. То есть те, кто на вас бранился, ругался, желал вам гадости, вот туда летят обратно. Знаете, кто-то здесь из вас, да, возможно, или чистился, или проводил какие-то ритуалы. Тут есть такой Орион над вами, как эгрегор родовой. Родовой эгрегор. Вот там есть защита. За вас вот может быть даже кто-то как молился, да, или за вас кто-то стоит за вами. Поэтому такое полотно, не полотно даже, вот этот щит вокруг вас, вот он и есть защита. Эгрегор такой свыше. Я вижу такой свет. Возможно, даже, да, это может быть тот, кто уже не жив. Но тут идет мольба о вас, молятся кто-то. Это близкие. Или просят о вас. Но вас однозначно кто-то сверху защищает. Потому что вот эта броня, да, вот этот ореол, он не может быть от живых. Он от тех, кто не жив. Вот этот эгрегор. Так, далее, что вам нужно знать здесь и сейчас? Знаете, вы здесь, на этой земле, вы, ну, не просто так, да,
так, как говорится, углы отшибать. Нет, вы здесь однозначно имеете какую-то миссию. А миссия здесь стоит какой-то защиты. Вы защищаете, да, возможно, может быть, кто-то юрист, адвокат, защитник. Может быть, вы работаете в социальной помощи, где-то социальный помощник. Да, может быть, и даже и кто-то работает в больнице, да, лечит, помогает, даже сестры, но кто угодно. Здесь именно как знаете, вот вы вообще вам в руки дан какой-то предмет, или же вы постоянно этим предметом пользуетесь, и это защищает кого-то. Может быть, у кого-то есть талисманы. Но тут однозначно, тут как-то все не просто так в физическом мире, да, как обычно, а тут именно мистически. В некой мере даже и для меня запутанно. Тут же стоит эгрегор над вами. Тут же я вижу в ваших руках или у вас на теле, может, присутствует что-то, что помогает другим защититься. Или кто находится около вас, близкое окружение, да, это защищает вас и ваших близких. Тоже. У вас это очень хорошо удается. И это нужно хранить. Если у вас есть талисман от породу какой-то, да, это нужно хранить и передавать по наследству. Вы знаете, что вообще такое талисман? Талисман даже может быть сделанный и вашими же руками. Да, главное то, что вы в него вселяете из натуральных материалов. Даже это может быть мягкая игрушка. Что вы в него вселяете? Поэтому я и говорю про энергетические картинки, даже игрушки. Но в игрушки никто да, не верит, все же хотят мистики. Игрушка тоже энергия. Вот даже ненападный мишка, да, вот я и говорю, то, что медведи не очень хорошо девочкам дарить или женскому полу, они сразу становятся мальчиками. Не в том плане, что они пол начинают менять, а у них становится просто энергетика уже такая грубее, как у мужчины. Сила, да, медведь, что такое сила? Потом девочка это не может познакомиться, или все мужчины куда-то убегать начинают по-разному. Познакомились, пообщались, все сразу спрятались не по незнакомым обстоятельствам. Почему? Вот вроде бы как плюшевый предмет, да, хорошенький такой, а вот такие дела большие делают. Камни тоже очень сильную роль играют. Вообще все. Даже, да, вот как Ванга считывала людей, когда люди к ней приходили, они брали этот сахар-рафинат в руку, держали, а потом давали ей. И она считывала информацию по кристаллам, по вот этой энергетике. Вот то, что вы на теле часто, даже одежда, да, имеет в себе энергетику. Вы ее выкинули, одел другой человек. У вас было, например, может быть, часто болели, да, и человек, когда начинает эту одежду тоже носить, тем самым, да, некий такой даже, я бы сказала, если вы это специально делали, да, не очень хороший момент. Почему? Потому что лучше эту энергетику скинуть, посолив солью, да, посыпав, вернее, солью эту одежду, подержав это и потом выбросить, да, дабы эта энергетика не передавалась. Вот. А у кого-то, кстати, богатая энергия, да, есть именно денежная энергия. Бывают такие люди, да, и когда вы передаете одежду, у вас начинает теряться, а у человека начинает прибывать. Поэтому хорошо, если вы хотите что-то выбросить на мусор, обязательно посыпьте солью. Пусть этот пакетик, да, с этой одеждой, с солью простоит ночь, а утром выбросите. Соль – это вообще самый сильный инструмент у женщины на кухне. Каждая женщина у нас ведьмочка, потому что у всех есть соль на полке.
Смотрите, что вам нужно знать здесь и сейчас. У кого-то здесь именно будет подъем в работе или уход на новую работу, но будет именно такой подъем, всплеск. И причем тут тоже, да, не нужно сразу же браться, я все сделаю, я все могу, я профессионал. Тут момент выгорания есть. Кстати, тут одни и те же люди, я так понимаю, сидят, потому что я уже слышала это, по-моему, вчера или позавчера про выгорание. Это может вот так раз и наступить. Тут будете даже как отлеживаться, может быть, и лечить себя, например, да, может быть, бегом займетесь или, ну, как-то вы начнете что-то делать, потому что, чтобы выйти из этого состояния выгорания. Но тут именно момент, что это приносит какую-то перспективу, это приносит какой-то заработок, причем неплохой. Но вы начнете прям вся там быть. Давайте паузы, давайте отдыхи. Для кого-то это поймется так: да ладно, завтра отдохну, да ладно, в субботу-воскресенье. Не-не-не. Просто умейте себя останавливать, сказать себе: стоп, вот сейчас я посплю часик, проснусь и еще продолжу. Оно будет так лучше, нежели вы потом будете, да, выгорание, оно же долгий вообще процесс. Это же долго может затянуться. Вот. Пока вы будете выгорать, вас уже и выгонят, например, с работы, да, тоже не вариант. Все делать размеренно. Вот что вам нужно знать. И давать себе отдыха. Далее, смотрите, у кого-то за спиной стоит человечек, которому, я не знаю почему здесь, или с ним был конфликт, да, вот вы, или вы как-то ему перешли дорогу, этому человеку, что-то, может быть, сказали, что ему не понравилось. Женщина. Если смотрит женщина, женщина это. А если смотрит мужчина, у вас есть враг, мужчина. И причем такой пакостный, скользкий тип. Вы знаете, он говорит вежливо, даже так как бы посмотришь, да, ну, верится ему, но человек может как при любом моменте, когда ему нужно будет, воткнуть нож в спину. Гадина, да, от слова гад. Гад это змея. Вот она так медленно ползет, а потом хрясь, и все. И больно. Этот человек имеет какую-то из прошлого обиду. Женщина, да, если смотрит женщина сейчас, она имеет какую-то обиду, правда, в прошлом. Где-то вы ей что-то сказали, хочется даже напрашиваться слово «ляпнули». Вы не думали так сказать, вы не думали именно так, да, что это заденет, вы просто, ну, правда, ляпнули. А задело так больно. Бывает такое, и причем знакомый даже случай, бывает. Ну, человек очень просто сильно все принимает к сердцу. Вот. Но вы можете сказать резко. Причем, вы знаете, вы можете сказать даже в такой форме, не то чтобы даже накричать, но так сказать, что человека это может ранить. У вас такое есть. Если вам нужно целенаправленно, вы можете именно мудро, красиво сказать, но больно. Аж до крови больно. Можете, как говорится, укусить. Не физически, а морально. Что вам нужно? Вот тут, знаете, что с этим язычком острым, да, что говорят карты, то что нужно иметь контроль над этим. Но тут насчет этой женщины вообще не говорится об этом. Здесь именно идет некий момент, что как, да, она злится. Я не вижу здесь каких-то магических атак, я вижу зло внутри, обиду держит. Она еще вспоминает эти слова. Или когда видит вас, вспоминаются эти какие-то ее слова. Ой, ваши, вернее, слова ей.
Поэтому так, таит в себе это. Но я не вижу мести, я не вижу атак магических, я вижу просто злость, обида, злость больше. Причем, знаете, тут показано, если она эту злость не отпустит, это превратится в болячку. Но это и без карт ясно, да, и так, что когда человек держит в себе злость, у него появляются болячки, прыщи, да, или что-то внутри, там желудок начинает скукоживать, вот эти вот язва, гадости. Это все злость делает. Также бессонница появляется, это все злость. Злость, зависть. Также идет вот это вот обвисание нижней челюсти, это не челюсти самой, да, а вот этих мышц, такие как у бульдожки. Вот это зависть, это злость, это откуда это идет? Это идет из внутреннего, когда внутри начинает скукоживаться желудок, начинает проявляться это внешне на лице. Вот. И в принципе, да, по лицу тоже можно определять состояние человека, что у него болит внутри. Да, синяки под глазами, ну это, я думаю, каждый знает. А может быть, не каждый, но лучше пусть, может быть, кто-то учится, да, на моем канале. Мешки под глазами – это недосыпание. Да, а вот эти вот, как у бульдога около носа, это именно злость, зависть, да, также проблемы какие-то, которые не решаются. Может быть, даже и в отношениях, кто вот, да, разные. Просто есть моменты стрессов, тяжести и плюс усталость. Это все друг на друга. Вот тут что-то как болячка проявляется, но вас это никак не касается. Я вижу, не касается вас. Вот. Ну, сказала, значит, вам, скорее всего, может интересно знать, да? Каждый берет информацию для себя. Далее, что вам нужно знать здесь и сейчас? Вот то, что вы хотите в жизни, вы обретете. Но, да, если будете держать контроль над собой, в своих словах, да, и вы не будете, как сказать, обращать внимание на тех, кто, да, ниже вас. Вот бывает, не хочу никого оскорбить, да, но бывают развитые, а бывают недоразвитые. Но не есть момент стоять над ними и смеяться, показывая у них пальцем, что они недоразвитые. Тут именно момент, лучше тогда уж можно, да, проучить. А проучить не значит им, там, я не знаю, отсечь, да, голову, а именно проучить, может быть, да, тем самым что-то сказать, что их научит, что да, именно мудро. С вами все в порядке, например, да, когда человек злится или там начинает вас как-то провоцировать, да, пытаться вывести из себя, с вами все в порядке. Вот этот вопрос вроде бы как простой, без всяких матов, да, но в то же время задевает, да, и в то же время чему-то учит. А все ли со мной в порядке, да, после этого вопроса? Вот есть тут момент такой некой мудрости. С вами все в порядке? Могу вам чем-то помочь, может быть, или, да, то есть вот в таком духе. Тогда у вас все получается в вашей жизни. И по делам, да, и по чувствам. Я вижу здесь именно наполненность. Но вот когда вы приведете свои мысли тоже в порядок. Вот очень много здесь переживаний, которые, да, очень много такого, как вам сказать, как пелена перед глазами, вот которая, да, именно фейковая, именно как иллюзия. Именно благодаря чему эта иллюзия страхов? Благодаря этим страхам, которые в голове, в мозгу. Хотя здесь, да, интуиция, подсознание, оно толкает идти вперед. Почему? Значит, оно что-то чувствует. Интуиция еще никого не подводила.
Что вам нужно знать здесь и сейчас? Опа, кому вы там разбили сердце? Здесь есть момент, что в прошлом, да, кому-то вы разбили сердце. Тут мужчина идет, если смотрит женщина. Если смотрят мужчина, здесь наоборот, да, женщина. У женщины разбито сердце, а если женщина, значит мужчина разбито сердце. Мужчина требует помощи. А тут именно психоэмоциональное. Это другой человек. Да, вы у меня прям разбивательница сердец. Но тут есть момент такой. После этого человек как будто в свою жизнь никого не хочет подпускать. Здесь как оставили след, отпечаток. Человек часто вспоминает, что вы лучше. Вы, да, с вами нужно было строить. Но человек что-то упустил. Человек сглупил. Это другой человек, не тот, который раскаивается на подсознании у себя. Там нет, это другой человек. Но здесь именно момент упущения. Я упустил. И человек себе сам пытается помочь вылезти, может деньгами даже, да, ходит к психологам или куда-то. Тут есть обращение к кому-то. Человек пытается как-то уединяться очень часто или же защищать свои границы, никого к себе не подпускать. Далее здесь есть момент, может быть, да, некой интровертности. Вообще никому не верит, никого на дух не переносит. То есть тотальный какой-то... Тотальное закрытие. И человек, возможно, даже посещает психологов, тарологов, гадалок, магов. Ну, магов не указано, тарологов нет, извиняюсь. Тут скорее, может быть, к психологу ходит человек. Тут есть момент такое, ну, он хочет знать какие-то ответы на свои вопросы. Вот он к этим людям ходит, да, возможно, платит деньги за консультации или же, да, например, даже пойти в бассейн, это не просто пойти поплавать, есть момент некий, чтобы забыться, релакснуть, да, там, мышцы свои расслабить, тоже момент релакса, да, он платит за это, он идет там. То есть человек как-то себя пытается оживить, как растение, льет воду, но не получается. Внутри какой-то психический сбой. Ну, а дальше, ну, а будь он сейчас с вами, и что? Да, вот этот вот психоз, да, это, как говорится, я не знаю, как это назвать, но, да, вот такой вот человек, который не может себя спасти сам, мужчина, если это, и вот он бы сейчас был бы с вами, были бы вы счастливы? Его бы, может быть, что-то другое доставало бы? То есть, да, люди в нашу жизнь не просто так приходят, да, для прохождения каких-то уроков. И не просто так высшие силы и разводят. Часто, когда бывает вот женщина, это зачастую так, да, с мужчиной расходится, у него все начинает крушиться, все. Это роковая женщина. Она и второго также рассыпет после своего ухода, после того, как закроет дверь. Вот вы, может быть, кто-то замечал, да, или ради интереса так посмотреть, роковая ли я женщина. Да, вот когда вы с кем-то расстаетесь, у мужчины все начинает как карточный домик сыпаться. Вы, да, та самая ведьмочка роковая, да, которая оставляет после себя, ох, какой отпечаток. Хорошо. И роковые мужчины бывают тоже. Далее, что вам нужно знать здесь и сейчас? Не игнорируйте свое состояние здоровья, не игнорируйте его. Если женщина женского здоровья, если мужчина мужского, здесь или тестостерон, да, что-то может быть и уже, а женщины, да, именно по-женски, именно не игнорируйте это, да, проведите профилактику. Далее здесь момент такой, что кто-то как повысит свою либидо. Есть. И
у кого-то будет возможность, или же кто-то успешно что-то такое пройдет, да, или лечение, или профилактику, что поможет. Но здесь момент такой, что у кого-то здесь может быть и, да, как повысится либидо, или же, да, тут второй вообще в другую наклонность, что нужно этому дать внимание. Дайте этому внимание. По-русски я, наверное, правильно говорю. Дайте этому внимание, да? Или обратите, вот, правильно, обратите на это внимание, на женское ваше. Особенно кто в молодом возрасте, однозначно. Иначе могут быть проблемы с рождением деток. Здесь обязательно, то есть на бетоне не сидеть холодном, да, колготочки тоненькие зимой не одевать. Ну, как бабушка учила. Вот. Ладно, дальше смотрим, что вам нужно знать здесь и сейчас. Вы идите, да, идите. Вот куда вы к своей цели, к которой стремитесь, вы к ней стремитесь, вы к ней идите, вы делаете, да. Но знаете, что в любом успешном деле или к успешной цели, когда идет человек, начинают все пытаться или останавливать, или втыкать палки в колеса. Вот здесь нужно иметь терпение и мудрость. Вот как я говорила, с вами все в порядке. Вы хорошо себя чувствуете? Может вызвать доктора? Как бы ничего обидного не сказала, да? Но укусила больно. Вот мудрее будьте. Да? Обходите, как говорится, острые углы. Умейте сглаживать острые углы. Делать их гладкими, да? И идти к своей цели. Но никому ни в коем случае не давать вас останавливать. Наметила развод, уже иди к этому. Если уже несколько раз подумала, значит не просто так. Ты несколько раз подумала о разводе, об уходе или еще о чем-то. Не просто так эта мысль приходит. Поверь, интуиция нас еще никогда не подводила. Вот. И открывается новая дверь. Кто хотел стабильности, стабильность, да, кто хотел прочного фундамента, прочных отношений, к этому. Тут скорее больше с чем-то с финансами связано. Или даже, да, купить что-то, расплатиться, может быть, да. То есть это же расплатиться даже с ипотеками, это же не маленькая сумма, это большая сумма. Тут есть момент стабильности идет, денежной стабильности. Даже, может, и закрытие каких-то долгов, больших долгов. Далее. Что вам нужно знать здесь и сейчас? Дальше можно не открывать. Видите, какие карты? Да? 4 жезлов, колесо фортуны, мир, дама пентаклей. Ну что еще нужно для полного счастья? Удача. Фортуна вам фартит. Вот. Поэтому придерживайтесь таких элементарных, ну, вы знаете, как сказать, элементарных, обходи, да, острые углы, там, не обращай внимания, когда на тебя там, да, плюют, вот, да, грубо так сказано, плюют, гадости делают. И ты как это не обращать внимания, да, или провоцируют, хочется прям подойти и треснуть, пощечину дать, да, но здесь момент, тем самым, да, вы тоже сделаете больно. Молчание тоже, знаете, молчание, говорят, золото. Почему? Потому что ты не знаешь, о чем человек думает в данный момент, да. Вот ты ему пакости наговорил, представьте, что вы сейчас зеркалу наговорите пакости, оно молчит. И представьте, оппонент молчит, а потом разворачивается и уходит. Все, начинается страх у вас, а не у оппонента. Что это она там или он там задумал? Ну все, это дьявол. Это есть момент мудрости. Да, и все, и прекратил общение этот человек с вами. Вы ему напакостили, наговорили, а он молча ушел.
И все, и прекратил вообще с вами общение. Ох, как больно, ох, как больно. Хотя, может быть, кто-то скажет, да мне не больно, а нет, больно. Все равно же больно это неприятно. Внутри выворачивает, а почему, а что он сейчас делает, что он сейчас думает. Хотя, опять-таки, мудро об этом не думать, да. То есть, если бы все мы поступали мудро, я думаю, был бы мир и рай на земле. Хотя, вообще, по другой интерпретации вообще мироздания, да, пока живо человечество, все говорят, когда прекратятся войны, когда прекратятся эти скандалы, когда... Вот даже представьте, это масштабное, да, войны, это масштабное, большое. А еще в садике дерутся дети из-за машинки. А повзрослее, да, взять вот этот переходный возраст, там уже дерутся из-за чего-то побольше, там из-за велосипедов, не знаю, из-за автомобилей, может быть. Дальше больше, да, дальше суды и так далее, дальше уже и выше, да, вот представьте, выше, 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 там еще больше, и там самое большое это уже войны, вплоть до там такого, что сейчас мы уничтожим целый свет. Пока живы люди, всегда будут конфликты. По Дарвину, да, выживать сильнейший, или как это еще называется. И на все всегда есть оспорение, можете написать свое мнение по этому поводу, пока живы люди, может ли быть рай на земле. И даже если мы все станем ангелами, да, все будем, не знаю, носить над собой нимб вот этот, как вы думаете, все ли будет хватать в этом мире? Наверное, опять-таки, да, чего-то людям будет, не хватать. Из-за чего-то будут происходить революции, конфликты, споры, даже за углом вот дома, да, например, какие-нибудь ругани, или в автобусах, трамваях и так далее. Вот так вот, так устроен мир. Нужно поменять сознание, пересмотреть многие вещи. Хорошо. Пока я не забыла, да, информация по поводу чистки. Все, группа уже набрана. Сейчас в 00 ночи уже начинается процесс чистки, ритуал. Поэтому уже записаться в эту группу нельзя будет, только в следующую группу. Кто торопится, есть тоже, да, практики, люди, которые занимаются чистками. Вы можете к ним тоже обратиться. Если нету, если вы никуда не торопитесь, вы можете подождать следующий термин, который будет у меня с 25 мая по 5 июня. Вот. И заранее, перед тем, как платить, вы сначала спросите, есть ли место. Потому что если места не будет, но вы уже заплатите, это придется мне обратно вам посылать деньги. Поэтому лучше вы спросите, есть ли места. Есть. Все, сразу же тогда потом оплачиваете. Все, вроде я понятно объяснила. И вы знаете, что самый интересный парадокс? Вот я много раз объясняла по поводу 24 числа, 04-2024, да, что на руке нарисовать денежный знак, именно треугольник, в нем знак бесконечности. Я несколько раз прям повторяла в видео, уже медленно. Но люди, я не знаю, как люди слушали, хотя можно всегда поставить на видео, быстренько перемотать назад. Но люди мне писали в личные сообщения, как же написать этот знак, как он выглядит. Хотя я уже и на картинке нарисовала. Вы извините, да, но я не буду отвечать на эти вопросы. Я все стараюсь, в принципе, донести более понятно. Уже медленные иногда. У меня уже видео, мне даже говорят, что у вас видео очень медленные. Да, ну поставьте, может быть, на убыстрение хотя бы тогда уж, да, может быть, оно там есть, да, такая скорость, хотя я никогда в жизни не включала скорость. Вот, потому что я, скорее всего, все и сама медленно люблю послушать, с чувством, с толком, с расстановкой, да, и сама по себе такой человек. Медленный, слегка заторможенный, вот. Поэтому так. Так, сделаем сейчас 3 позиции. В конце откроем аффирмации, как я обещала, да? Вроде я ничего не забыла.
Так, 3 позиции, и мы посмотрим для вас сообщение от оракула «Золотой ключ». Данная колода моя авторская. Кому интересно ее приобрести или другие мои колоды, обращайтесь. Все контакты я указала в описании под этим видео или под другими моими видео на канале YouTube. Так. И аффирмации достанем. Потом послушаем поток. У меня уже идут голоса, женские, мужские голоса. Я слышу все вперемешку. Люди очень много сейчас думают. Знаете, просто у меня еще одно ухо не слышит. И у меня в одном ухе очень много голосов. Шумы, голоса, все в одном. И это, да, иногда от этого бывает болит голова. Хорошо, первая позиция. Кто выбрал первую позицию? Смотрим, что для вас хотят сказать карты. Вы под защитой ангелов. Доверьтесь им. По вам очень тоскует человек из прошлого. Очень тоскует. Дальняя дорога. К вам идет радость и победа. Вторая позиция. Резкие изменения в вашей жизни, и они неизбежны. Скоро получите знак от Вселенной. Верность, опора и помощь для вас. А почему здесь 3 карты? А здесь везде по 4. Достанем еще одну. Не за горами ваш человек по судьбе. Третья позиция. Ваши надежды оправдаются. Вы стоите на пороге перемен. Помните, случайности не случайны. Кто-то из ушедших родственников вам помогает. И аффирмации для всех. А вы выберите любую аффирмацию для себя и можете ее часто проговаривать. Даже по практике Николы Тесла. 369. 3 раза утром, 6 раз днем и 9 раз перед сном. 369. 3, 6, 9. Хорошо, первая аффирмация. Деньги текут ко мне большим и стремительным потоком. Я выгляжу молодо и привлекательно. Мои желания всегда исполняются, потому что я так хочу. Вселенная всегда поддерживает меня, даруя мне удачу. Каждый день я становлюсь более богатым духовно и материально. Высшие силы поддерживают меня. Для активации, можете написать, например, под видео одну или несколько, аффирмаций. Те, которые вот за вами закрепились. Вы сами подумайте, какую аффирмацию вы выберете, а может быть все сразу. Вы можете поставить на паузу, сделать скриншот. Я даже приблизим вот так. Вот. Далее, кто не нашел в описании, может быть, описание у кого-то не показывается, из-за санкций. Я не знаю, как показывается YouTube в России, потому что кто-то пишет, что не слышно звука. Все пишут, все слышно. Далее пишут, что не показываются лайки. И уже много раз про лайки было написано, хотя у других показываются лайки, и у меня показываются лайки. Я проживаю в Чехии, в Европе. А кто-то пишет, например, что описание вообще не видит. Я оставлю вот такой лист, на котором
сделала QR-коды. Вы можете поставить на паузу, я думаю, видео видно. Да, может, обложки тоже у кого-то не видно, у кого-то видно. Непонятно. Вот, можете поставить на паузу, сделать скриншот и перейти по QR-коду. Да, кто вот хочет на личный, например, расклад записаться или приобрести какую-то колоду из моей авторские колоды, вы можете написать сюда в личный телеграм. Вот, также есть телеграм-канал, это на случай того, если вдруг закроют YouTube, да, мы будем публиковать видео там, но там много и другой информации, поэтому подписывайтесь, да, чтобы не потерять. Вот, также есть топ-линк, там тоже вся информация, поэтому переходите, кому интересно, пишите. Далее, хочу отдельно каждого из вас еще раз поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Видоскара, также вашего, как и нашего, так же, как и вашего. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, и чтобы у вас в 100 раз приумножилось. Вы знаете, это не только мой проект Видоскара, это и ваш тоже, да, все, кто подписан, да, вы тоже входите в это комьюнити, так же, как и я вхожу тоже в это комьюнити, да, это общее наше с вами комьюнити, наша команда. Также спасибо вам большое за ваши теплые комментарии и за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Видоскара.